Его человеку было 14 лет. Это Володя Мордвинов. Он занимался тем, что добывал разведданные для нашей армии, которые защищали вот это место. Важное событие для юноармейцев, которые они запомнят надолго. Первым делом дети посетили памятник, посвященный юному разведчику Володе Мордвинову. В 1943 году, 3 января, Малгобек освободили от немецко-фашистских захватчиков. И ранней весной, когда начал таять снег, именно на этом месте был найден труп Володи. Надгробие стало символом мужества и самоотверженности юных героев, внесших вклад в победу. Ребята возложили цветы. Также для юноармейцев увлекательной частью стал мастер-класс по поисковой деятельности. Гильзы, да, снаряд, осколки. Снарядом. Юноармейцы принимают самое активное участие во всех значимых мероприятиях. Для себя извлекают много нового, что будет в памяти навсегда. Из сегодняшнего мероприятия я понял то, что такие памятники и мемориалы нужны, чтобы дети и потомство, чтобы запоминало, помнило о том, что делали наши отцы, деды, прадеды. Эти мероприятия носят не только исторический, но и патриотический смысл, который объединяет людей из разных поколений. Общая задача старшего поколения – направить детей в нужное русло, вовлекать все больше детей в общественные события. Ребята находятся на пути познания. Им интересно все в этом возрасте, что видят, с чем соприкасаются. Когда вот мы говорим, что будущее зависит от них, это не просто громкие слова, действительно. Вот сегодня здесь сколько было детей, мы не знаем. Может быть, среди них находится будущий наш глава республики, председатель правительства, или какой-то ученый знаменитый, или какой-то артист знаменитый. Все зависит от них. Дети у меня активно выезжают на такие мероприятия, ведь этих обелисков очень много у нас в городе Малгобек и Малгобекском районе. И сегодня перед нами, взрослыми, стоит задача, чтобы наши дети реально узнали историю, которая она нам близка, мы здесь живем, в этом славном городе Малгобек. Я думаю, что доносить эту информацию мы обязаны, взрослые. Проводить такие увлекательные экскурсии и встречи планируют и впредь. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.